В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Приветствую. В своем ежегодном обращении к Государственному собранию Ултумен глава республики Саха-Якутия Айсан Николаев объявил 2026 год годом культуры в регионе. Какие значимые события состоятся в новом году в сфере культуры? Гость студии Афанасий Ноев, министр культуры и духовного развития республики Саха-Якутия. Афанасий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Как планируется провести год культуры вообще в республике у нас? Культура – это душа нации, поэтому, безусловно, именно объявление Года культуры в Республике Саха-Якутия главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, это говорит о том, что мы должны, сохраняя национальные духовные традиции, ориентироваться на новые вызовы, безусловно, да, и в этом, безусловно, мы должны объединиться, проводить работу именно Год единства Российской Федерации, и мы будем, безусловно, вместе со всеми говорить, рассказывать о значении культуры, духовности в нашей жизни, проводить много мероприятий. Конечно, говоря о душе нации, хотел бы сказать, что у каждого человека, у жителей нашей республики есть именно культура, которая нас всех объединяет, культура общения, культура, которая читать стихи или петь песни, культура танцевать там, да, в коллективе вести себя. Поэтому у каждого есть культура, и в этом и заключается наше единство. Так? И, безусловно, самые ключевые мероприятия или самые ключевые вопросы, которые мы должны решить, это вопросы, связанные с строительством Арктического центра «Эпоса Искус». И глава республики поставил задачу вести в этом году, да, и завершение строительства второй очереди Высшей школы музыки. Оно строится по поручению президента Российской Федерации, и мы должны, безусловно, завершить этот объект так, потому что именно для того, чтобы раскрыть талант ребенка, для того, чтобы дать новые ростки искусству, культуры нашей республики, надо поддерживать наши таланты. А наша Высшая школа музыки является уникальным учебным заведением Российской Федерации, да, где ведется именно разноуровневая подготовка наших талантов, наших музыкантов. Так, об этом мы все говорим. Так, в этом плане мы должны это все показать. А что касается Арктического центра «Эпоса Искус», это уникальный объект, который должен объединить именно наши возможности для того, чтобы показать, насколько уникальна культура народов России, нашей республики. Именно духовное богатство наше, оно опирается на наш фольклор, наши традиции, наш эпос Олонхо, так, потому что эпосы у многих народов, и мы вводом объекта именно нашего нового Арктического центра надеемся, что оно будет одним из самых больших центров для того, чтобы показать уникальную культуру Арктики, Севера для всего мира, для России. В этом плане мы ведем работу. Так, и, конечно, в этом году мы даем старт, уже дали старт третьему десятилетию Олонхо, и будет проводиться Олонхо в Кабейском районе, в районе, где у нас именно место, где очень много озер, священных мест, да, и, конечно, земля, где у нас и река Лена, и река Алдан, и Вилюй – это место силы, так, и, конечно, это родина наших трех народных писателей, это Андрея Васильевича Кривошапкина, Николая Васильевича Лугинова и Владимира Николаевича Федорова. Так, поэтому у нас именно для того, чтобы показать объединяющую силу народов республики, культуру, духовно, мы должны на большом организационном уровне провести СЭ-Олонхо, Кабейском улусе, показать многонациональное и насколько вообще культура, оно является именно той силой, которая объединяет людей
независимо от возраста, независимо от вероисповедания, независимо от того, откуда ты родом, да, именно культура способна объединять людей. В этом и смысл проведения Года культуры. И мы надеемся, что все жители республики будут объединяться вокруг именно культуры. А сколько в этом году появится новых зданий и учреждений культуры конкретно? Ну, во-первых, кроме тех больших объектов, о которых я сказал, в этом году мы будем открывать по программе именно добрых дел, республиканской программы, да, Сордах Верхоянского района и Батамай Кабайского района культурные объекты, два культурных объекта, да, и это уникальная программа именно добрых дел, которые каждый год дает нам возможности для того, чтобы открыть новые учреждения, новые объекты для развития культуры, искусства именно на слегах, отдаленных местах нашей необъятной республики. Поэтому мы очень надеемся, что строители вовремя завершат строительство вот двух культурных центров в наших двух районах нашей республики. Афанасий Иванович, а что насчет национальных проектов? К примеру, «Семья». Да, в этом году как он будет реализовываться и какую поддержку получат сельские учреждения культуры? Мы уже сегодня завершили подписание соглашения с Министерством культуры Российской Федерации, правительства республики. Да? Мы начинаем реализацию национального проекта «Семья», инфраструктура культуры. В этом плане у нас, во-первых, будет идти ремонт нашей национальной библиотеки, да, главный корпус там на 2 года у нас. Так, потом у нас будет ремонт капитальный музея в Анабарском районе, так, и потом у нас музей Героя Советского Союза Федора Хлопкова будет ремонт Крест-Хаджаи Томпонского района, так, и здесь у нас еще будет большой ремонт Национальной галереи имени Афанасия Николаевича Осипова, Национальный художественный музей, так, и еще будет у нас капитальный ремонт попали еще 2 наших театра. Это театр оперы и балета и Саха-академический театр. Поэтому те программы, которые были намечены, они, безусловно, будут реализованы. И еще Дом культуры города Покровска. Поэтому у нас 7 направлений, 7 больших капитальных ремонтов. А что касается именно поддержки еще по части реализации, например, национального проекта «Семья», у нас есть создание модельных библиотек. Так, и в этом плане у нас в Вилюйске будет открыт новая модельная библиотека. Так, и еще в Чурапче так будет. И в Алданском районе, в поселке Якакит, тоже будет открыта новая модельная библиотека. Это те новые направления, которые реализуются в рамках национального проекта «Семья» уже не 1 год, продолжая именно нацпроект «Культура». Поэтому мы являемся активным регионом по реализации национальных проектов по части «Семья», «Культура», можно сказать. Давайте поговорим немножко о Пушкинской карте. Как мы знаем, по России она очень популярна. Что насчет республики Саха-Якутия, насколько популярна она здесь? Как она вообще будет работать? Потому что, как мы знаем, поменяли банк оператора в этом году. И куда можно обратиться для ее оформления, переоформления, может быть? Ну, я хотел бы обратиться всем родителям, учителям нашей республики, что надо активно пропагандировать и активно включать детей и молодежь 14 до 22 лет именно в программу «Пушкинская карта», которая работает по всей России. Она позволяет именно детям, которые имеют Пушкинскую карту, получать деньги, которые можно именно использовать для посещения в театры, музеи нашей республики, да, или России можно, да, именно те направления, которые у нас реализуются по всей России, так, выставки, которые идут, да, это именно Пушкинская карта, которая реализуется несколько лет, а 2026 года у нас именно по всей России поменялся оператор, так, это именно банк ВТБ.
Поэтому надо обратиться именно в филиал ВТБ для того, чтобы получить пушкинскую карту, для того, чтобы получить деньги и сходить. Прекрасные у нас театры, музеи, клубные учреждения. Так, я хотел бы привести пример. Например, работа Мегано-Кангаласского театра имени Ходулова, культурного центра, дворца имени Ходулова. Да? Они в прошлом году, именно используя пушкинскую карту, реализовали среди именно жителей, детей Мегано-Кангаласского района на 14 миллионов. Так? Поэтому, наш театр оперы и балета является лидером среди театров оперы и балета по реализации пушкинской карты. Поэтому, пожалуйста, наших детей надо, чтобы они были вовлечены в мир, увлекательный мир театра, увлекательный мир истории. Да? Поэтому надо иметь пушкинскую карту. Поэтому всех я призываю быть активными, так, и пользоваться пушкинской картой. Да, действительно. С прошлого года в стране действует программа «Земский работник культуры». Да? Вот как эта программа у нас реализуется в республике? Это замечательная программа, которую мы ждали долго-долго, да? И она наконец-то 2025 года реализуется. Мы в прошлом году 11 специалистов направили в районы республики, да? И в этом году мы планируем, уже начали набор кандидатов, так, это открытый набор по всей Российской Федерации. Мы будем направлять 27 специалистов в наши районы республики, включая и арктические районы, и центральные, Вилюйскую группу. Поэтому здесь мы работаем именно с районами республики, заявки, и потом уже программа, в которую мы должны войти, это именно программа, которая реализуется Министерством культуры Российской Федерации. Мы благодарны Министерству, что нам дают квоты. 27 это очень хорошо. И там уже по разным направлениям и детские школы искусств, и клубные учреждения, и дома культуры. Так. То есть здесь уже надо конкретно войти, посмотреть именно земский работник культуры программу Министерства культуры Российской Федерации, нашего министерства, и быть вовлеченным в этот прекрасный проект. Я поэтому приглашаю всех тех, которые желают быть участниками этой программы, открыто и принять участие. Спасибо, Афанасий Иванович, что сегодня к нам пришли. Действительно, надеемся, что этот год будет успешным, да, для министерства. Ну, а я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.